Маждал, Сахам Сарнокоси, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так» у Лейлы. Сегодня 1 марта, первый день весны. Я желаю всем нам счастья, здоровья, любви близких, любви к жизни, любви ко всему, чтобы мы любили, чтобы нас любили, чтобы нас уважали. И вот, вспомнив про уважение, огромное вам спасибо, что вы меня тоже уважаете, вы меня ждете. Мне очень приятно и, с одной стороны, неудобно то, что я вот так вот, можно сказать, отношусь к вам несерьезно, как бы получается, да, потому что много людей вышло в личку и говорят: не испытывайте нас, выходите уж скорее на связь, почему вас нет. Ну, кто там когда-то общался или по телефону, или так, знают, что, ну, наблюдают, видят, что в группе, в статусе WhatsApp у меня все-таки жизнь бурлит. Я выставляю заказы, которые я делаю, и поэтому знают, что у меня все нормально, по идее. Понимают, что ничего такого нет. Но дело в том, что, да, друзья, эти дней 10, может быть, даже 12 я работаю просто в авральном режиме, можно сказать. Но вот последние 2 дня более-менее спокойно. И внуки здесь были. Я вчера вот только выпустила ролик, который снимался аж 19 февраля, вы можете себе представить. Съемочки кое-какие есть. Но у меня просто даже не было времени сесть, просмотреть, что, как, потому что я же включаю, снимаю, выключаю, а чтобы смонтировать, хоть и монтирует мне Ибрагим, мне нужно весь материал просмотреть, мне нужно написать ему, что в какой последовательности идет, где нужно что-то обрезать, где что-то нужно, иногда бывает, что вот когда-то мне еще писали, что у вас тут стоит. Иногда бывает так, что раз я как-то повернулась, развернулась или что, не заметила, что у меня хиджаб немножко там подкосился и приходится корректировать что-то. Иногда я работаю без хиджаба, не иногда, а снимаю просто, когда я не снимаю себя, я все-таки косынку повязываю сзади. Мне так удобнее, честно, если сказать, тем более, когда тут жарко, когда тут пары. Вот некоторым не мешает. Вот моя дочка Мадина говорит, ей совершенно не мешает повязанная косынка на шее. Она мне мешает, честно вам признаюсь, мне мешает. Мне удобнее, когда я, особенно когда работаю, когда я завяжу ее сзади. Поэтому иногда, когда я начинаю снимать только там руки, бывает так, что я раз забыла, протянула что-то, и видно, что я не повязана так. Там тоже приходится что-то скорректировать, что-то сделать. А это я сама делать не умею, во-первых. Это, ну, я вам к чему объясняю, что потому что я сама не знала, пока не вошла в вот эту вот, можно сказать, уже и профессию блогера, да. Думаю, ну что там такого, снял, пошел, да, и смонтировал. Нет, много нюансов, друзья, поэтому времени просто не хватает, когда ты еще занят чем-то. Когда я начинала, я же не работала вот так вот на заказы. Вы это прекрасно знаете, у меня не было этих заказов. Ну, иногда делала полуфабрикаты, но с полуфабрикатами не такая уж морока, как с готовой едой. Я как-то даже и не думала, что я буду вот так вот продавать готовую еду. Между прочим, в это дело меня втянули тоже мои подписчики. Причем подписчики аж, по-моему, с Голландии. Вот первая подписчица, которая заказала мне горячие блюда. Вот благодаря ей у меня пошел такой процесс. А так я готовила только полуфабрикаты. И, ну, сегодня немножечко у меня есть время, хотя у меня есть заказы, поэтому с вами поговорю немного, да, ничего не делая. Что еще я вам хотела сказать? Выразить огромную благодарность за то, что вы пишете мне, за то, что вы и в личку пишете, и в комментариях пишете, хотя я не отвечаю, еще раз извиняюсь, что я не отвечаю на комментарии. Действительно, я даже вот своей подписчице, своей подруге говорила, у меня такое ощущение, что в наших не 24 часа в наших сутках, а намного меньше, потому что не успел ты встать в 5 утра, уже 12 часов ночи, а работу, которую вроде бы вот я наметила и хотела сделать, у меня не получается сделать. Раньше могла бы еще больше сделать. Я не знаю, или это моя старость, или это действительно время настолько ускорилось, я даже иногда не понимаю. Поэтому вы простите меня, действительно, мне бы самой хотелось каждый день снимать, но опять-таки скажу вам, то, что я говорю, хотелось бы снимать. Я вообще с вами говорю всегда как
как будто бы вы у меня сидите здесь на кухне, и как будто бы вы мои все действительно, не как будто бы, а действительно вы все мои друзья, ну, иногда бывают зашедшие просто так. Дело в том, что, да, вместе с тем авралом, что у меня были заказы, и у меня немножко была какая-то вот, не знаю, как это назвать, апатия, депрессия или еще что-то, что даже когда было время, вот бывали некоторые дни, что было и время снимать, но что-то не хотелось. Вот, вот не знаю, вот не хотелось мне даже вот тот же заказ, когда есть время. Ну, вот я вам не вру, говорю честно. Вот было и такое. Было даже такое, я уже несколько раз это говорила и раньше, что да, ну, вот зачем мне это надо было, да, вот иногда и такое бывает. Не знаю, бывает ли это у других блогеров. Наверное, как и от всех, от любой работы ты устаешь от этого. Но когда уже читаешь ваши отзывы, когда вы в личку пишете, когда уже я начинаю общаться с моими подписчиками, подругами, сестрами, я уже понимаю, что ну, это действительно надо как-то все это перешагнуть, перетерпеть и идти дальше. Поэтому вот, может быть, сила возраста, не знаю, много чего этого. Может быть, действительно то, что иногда все просто горой наваливается на тебя, и ты устаешь от всего. И такое бывает. Но это бывает так на какое-то короткое время, можно сказать так. Потом понимаешь, когда сопоставляешь, уже видишь у кого-то какие-то проблемы, у кого-то неприятности, кто-то пусть у кого-то большие неприятности, да, там потеря человека, потеря родного, близкого. И уже понимаешь, нет, это в принципе грех, вот так вот, по-любому грех впадать в уныние, опускать руки. Это в принципе и не в моем стиле, можно сказать. И я прошу прощения у Всевышнего и начинаю себя просто брать за шкирку и идти вперед. Но срывы, конечно, бывают. Бывают, потому что по-любому я живой человек, как вы. Я надеюсь, у вас тоже такое бывало, что ты иногда срываешься и на своих родных, и сам на себя злишься, и, в принципе, на весь белый свет злишься. А потом уже понимаешь, нет, это нельзя, нужно остановиться. Ну, не просто я сама это понимаю, а действительно мне даже помогают вот именно через YouTube приобретенные мои родные и близкие девочки. В любой момент они меня поддерживают, понимают. И это очень многого стоит, друзья. Поэтому, если я иногда начинаю пропадать, то у меня или что-то связанное с моей головой, или связанное с работой, что я работаю в авральном режиме. А на этот раз у меня было и то, и другое вместе. Это было что-то вот, я даже не знаю, это был очень сложный период, вот эти вот 10-12 дней. Сложный период в моей голове, в моих мыслях, в работе. Но я справилась, я из этого вышла. И надеюсь, если даже не хоть каждый день, но буду с вами. У меня еще есть материал. Вот один ролик я вчера выпустила, потому что мне жалко их не выпускать. Все-таки есть что-то снятое. Есть еще материал, но я его не успела просмотреть. У меня были заказы, были большие заказы, были поменьше заказы. Что-то снимала, что-то не снимала. Я постараюсь просмотреть, тем более вот сейчас буду лепить пельмени, вареники. И когда я буду их лепить, буду смотреть свой этот материал и посмотрю, может быть, можно будет из него собрать ролик. Но дело в том, что начало есть, концовки нет моих заказов. Начинаю снимать, как я готовлю, опять-таки, как я сказала, потом ускоренный темп и уже не до включения, не до выключения телефона. А поставить телефон и снимать все подряд, это просто нереально, потому что хоть и большая память в моем телефоне, но он перегружен. По-любому он выключается, он столько не может себя вместить, потому что там у меня на данный момент даже, по-моему, съемки 3 дней там еще есть. Так что вот как-то так, мои дорогие, я вам объяснила, рассказала, что со мной. Может быть, вы что-то посоветуете. Я знаю, что вы мне скажете, что нельзя так сильно работать, что нельзя так себя нагружать. Это мне тоже говорили девочки. Но такая большая нагрузка обычно не бывает каждый день. И, как вы знаете,
В данное время, в сложное время, не хочется и терять своих клиентов. Мы их потихонечку с дочкой набираем. У нас группа в WhatsApp, мы создаем эту группу, чтобы заказчики туда заходили, видели, что мы готовим, как мы готовим. Но дело в том, что там нет никаких роликов, что и как мы готовим, просто у нас есть готовые блюда, вот как я выкладываю в YouTube или в статус WhatsApp. Вот мы готовые блюда, меню туда закидываем, они какие-то вопросы задают, мы на эти вопросы отвечаем, кто-то заказывает, кто-то просто сидит за нами, наблюдает, может быть, когда-то закажет. Вот такая группа в WhatsApp у нас с дочкой организовалась. Страничку в Инстаграме ведет Тензила. Если я не забуду, я поставлю, вернее, Ибрагим поставит. Но если я забыла, то напомните, чтобы мы ее поставили, потому что я ему отдаю на конвертацию материал, и все, я забываю, что я там что-то говорила. Вчера вообще было, раз уж начала, это будет такой разговорный ролик, и я его выпущу просто без ничего, хорошо, потому что я сейчас, мне кажется, я уже долго разговариваю, а потом уже выпущу и с заказом будет он идти за другим. Да, уже аж 11 минут я проговорила, ну раз началось такое разговорное объяснение, я вам объясню и дальше. И вы знаете, вчера вообще, я не знаю, я сама себя удивилась. Очень поздно уже поступил заказ. В 9 часов даже, по-моему, было вечера. Мы только поужинали. Думаю, сейчас уберу посуду и буду делать вот этот заказ, который сейчас собираюсь сделать. И пишет мне, вы бы сделали нам лепешки? Сделаю. Ну ладно, думаю, сделаю. Как раз у меня и пюре было готово, и творог был. Теста, правда, не было. Ну, было, но его было мало. Все равно надо было бы замешивать. Я говорю, хорошо, сделаю. Заказ взяла. В заказе написано 3 лепешки с картошкой, 3 лепешки с творогом. Не знаю, как я это все перекрутила в голове. Я приготовила 6 лепешек с творогом, 6 лепешек с картошкой и отправила. Таксиста отправила и положила помидорчики зеленые просто бонусом. Думаю, будет вкусно. Ну, наверное, таксист далеко и не отъехал, но я уже думаю, ладно, пускай будет так, садака. Не захотела вернуть. Посмотрела в телефон, думаю, посмотрю, что да как. А там написано 3 на 3. А я отправила 6 на 6, 12 лепешек. И я ей пишу, ты меня извини, конечно, я говорю, вот так и так. Ну, пусть, я говорю, это будет просто тебе, я оставляю тебе как садаку. Заплатишь только за 6 штук. Но она все-таки говорит, я, говорит, твою садаку приняла, но я тоже хочу сделать садаку. И заплатила мне за все 12 штук. Заплатила. Вот в таком авральном режиме я немножко работаю. Память совсем никудышняя, много чего забываю, конечно. Вот такой даже случай у меня был, друзья. И дело в том, что да, вот сейчас некоторые начнут писать, вот же у вас есть сыновья, почему не работают ваши сыновья, почему вы работаете в таком авральном режиме. Меня в этот режим никто не втягивает, во-первых. Во-вторых, это я сама. Да, я люблю готовить, это честно, мне нравится готовить. Я хочу даже набирать больше себе клиентов. Но, конечно, действительно из-за того, что у меня нет в доме больше женщины, которая бы мне помогла, мне сложно. Даже, знаете, сложно не в физическом плане, а морально, потому что я вижу, что, например, там нужно убрать, здесь нужно убрать, тут надо приготовить, там маме что-то сделать. Ну, по хозяйству у меня сейчас там, в принципе, по хозяйству ничего такого нет. Я вообще даже в сарай не захожу, потому что корова не доится. Мой дивер смотрит, сыновья мои смотрят. Даже я кур не кормлю, они мне кормят их. Так потихонечку и по дому мне начинают помогать мальчики, это честно. Иногда даже посуду убирают, иногда даже полы тут моют. Если я сейчас не буду называть, кто из них, потому что будет недоволен. По ходу они мне тоже помогают. Ну вот, во-первых, если я сейчас скажу, были комментарии, я их скриншотила, буду на эти комментарии, все-таки мы с вами будем раскрывать эту тему, я с вами поговорю на эту тему, я надеюсь, или, может быть, в прямом эфире мы об этом поговорим, именно о невестках, о том, какая там мне помощница нужна или еще что-то. Я об этом обязательно поговорю. Ну, есть у меня кое-какие планы именно на вот эти вот
на мою работу, но пока не буду говорить, что и как, какие у меня планы. Если я смогу их осуществить, вы это увидите. Не смогу, значит, будет точно так же, как и сейчас. Ну, раз я, как я сказала, я раз начала этот разговорный ролик, он будет у меня такой, я его выпущу. И, девочки, друзья, вот сегодня 1 марта, как я сказала, если за этим роликом будут идти другие ролики, то это, скорее всего, то, что было снято. А сегодняшний ролик я вот прямо сейчас утром выпущу. Сейчас 8 часов, 9 час утра. Его, наверное, даже и монтировать, в принципе, ничего отрезать, ничего не надо. Я его быстро утром выпущу, просто чтобы с вами поговорить. Вот сегодня мне просто захотелось с вами поговорить. Я думала, сейчас раз быстро поговорю и начнем делать заказ. Хотя у меня немножко, можно сказать, опаздывают полуфабрикаты. Но они не опаздывают в плане заказа только к 5 вечера. Но они же должны еще и заморозиться. У меня нет заморозки, нет именно мучных полуфабрикатов. Морозилка, что в большом ларе, что в этом маленьком холодильнике, который здесь стоит, что еще у меня большой холодильник Sharp. Его весь большой морозильник у меня под завязку. Я не знаю, как мне это все разрулить. На днях надо будет поехать купить еще один морозильник, потому что это просто не вариант. Тем более, если я буду работать на Рамадан, морозильник мне нужен. Не знаю, я в прошлом году зарекалась, что не буду брать именно на праздничный стол заказы, но пока я еще не взяла ни один заказ, не знаю, хотя у меня уже идут предложения, но я пока еще не знаю. Вряд ли. Мне не хочется, потому что мне было очень сложно в прошлом году. Я очень устала. Ну и были другие нюансы, из-за которых я бы не хотела работать. Не буду сейчас их говорить в YouTube. А Танзила берет, пока у нее, говорила, она где-то еще 3 места у нее есть. То ли 2, то ли 3. Но я еще думаю. Брать или не брать. Но если даже я возьму заказы, не больше 3, 5, не больше. Потому что действительно в прошлом году мне было очень сложно, и это просто не стоит моей усталости. Вот так вот, друзья, вот сколько я вам наговорила. Вот такие вот у меня дела. В планах тоже, если честно, не знаю. Пока думаю, что сажать огород тоже не буду. И немножко подумаю убрать всю мою скотину. Хочу немного отдохнуть, друзья, от всего этого. Я не зарекаюсь, что вообще больше этого не будет. Нет. Может быть, я еще посажу, ну, чисто зеленушку, там, лук, укроп, петрушку. Вот это вот. Может быть, посажу ведра 2 картошки. И то может быть. А скорее всего и нет. Действительно, вот от этого я хочу пока отдохнуть. И мне кажется, что моя корова тоже не стельная. Не знаю, надо будет вызвать ветврача посмотреть. Но корову я и так собиралась менять. Вот так получается у нас корова, бычок, 2 бычка, ну, один большой, один маленький, 2 бычка и телочка. Если честно, конечно, телочку мне бы не хотелось убирать, потому что она от коровы и такая хорошенькая телочка. Но я посмотрю. Как я сказала, я хочу отдохнуть. Ничего страшного, будем покупать молочку. Хотя когда-то я это делала, это было очень накладно, это было очень тяжело, но тем не менее. Не знаю, посмотрим. Короче, друзья, и я вот начала, почему вот некоторые мне пишут, почему ваши мальчики вам разрешают работать. Нет, они не разрешают мне работать. Они даже против этого. Но они же знают, что меня не остановить, походу. Старший сын работает, младший, средний пока нет. Он вышел на работу, но никак этот материал не принесут ему. И, во-первых, пока еще, ну, скорее всего, только ближе к весне, весной, после праздников, наверное, начнутся вот эти вот и строительные работы, и отделочные работы. Он уже тогда только, ну, если в это время поступит какая-то заявка на работу, он, конечно, выйдет. А Ибрагим, вы сами знаете, что он пока учится. Поэтому, вы знаете, да, и пенсии есть, но тем не менее, пока я могу, я работаю. Хотя, да, иногда и перегружаюсь. Но это не каждый день. Но мне это нравится, по крайней мере, понимаете?
И действительно, я не в таком возрасте. Я это просто сейчас говорю, потому что были какие-то, ну, вот, в комментарии кто-то что-то. Я для этого еще говорю. Я и не чувствую себя такой вот именно пожилой, чтобы не работать. Ну, кто не знает, мне 56 лет. Пока я чувствую себя, ну, болячки возрастные, у всех они есть. Но так, если я прям сильно заболею, я не смогу работать. А пока как могу, я работаю. Самое главное, я работаю, потому что мне это нравится. Мне нравится сам процесс готовки, мне нравится, что я могу чем-то помогать своим детям по-любому. Пока, хоть они и взрослые, пока они еще не устроены в этой жизни, они дети, по-любому я несу за них ответственность. Да, вы скажете, что они очень взрослые, они уже могут иметь, ну, нести ответственность за меня, может быть и так, но тем не менее. Вот такая моя позиция. Может быть, она неправильна, может, она неправильна с вашей точки зрения, но, по крайней мере, пока мой младший сын учится, я за него несу однозначно ответственность. Вчера еще зашел, говорит: мам, я бы куда-нибудь устроился на работу. Я говорю: на какую ты работу устроишься? Учишься один выходной. Я говорю: ничего страшного, никуда тебе на работу не надо. Ты отучись нормально, это твоя работа. Вот так вот, друзья. А так, там посмотрим, что и как. Как я сказала, этот ролик я сейчас выпущу сразу же. Я просмотрю материал, если там будет что-то интересное, чтобы выпустить, я все-таки выпущу за этим роликом. И сегодня тоже сниму дальше свой день. Ну вот, и как-то так. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Я надеюсь, что вы в комментариях напишите, что и как. Может быть, я не права. Да, может быть, я права. Напишите, согласны ли вы с моей точкой зрения. И напишите, может быть, да, действительно, мне нужно что-то изменить. Изменить в моей жизни даже, да, или к отношению к жизни. Ну, вот такое у меня отношение к жизни. У меня вот такая вот такое вот мое состояние на данный момент. Да, как я сказала, у меня было и уныние, и апатия, и сердилась на всех, и на вся, и на себя. Но это все уже прошло. Это все прошло, весна пришла, я уже как-то, можно сказать, оживилась. Поняла, что я даже, вот я, друзья, продолжаю дальше это говорить, я немножко даже пожаловалась, ну, своим девчонкам. А теперь я понимаю, что, в принципе, вы знаете, я сама была в тот момент, сама была не права. Просто когда очень устаешь, когда все наваливается на тебя, устаешь физически, устаешь морально, уже думаешь не так. А потом, когда ты спокойно садишься и все это расставляешь по полочкам, и ты думаешь: нет, все-таки я была не права. Не надо было мне вот так вот срываться, не надо было мне даже думать так. Ну, нужно было вот так вот перетерпеть, переждать. Сабр все-таки это просто самая нужная в жизни вещь, терпение, сабр. Но когда действительно ты устаешь, это терпение, наверное, лопается. И немножко лукавый начинает тебя поддевать. Но вовремя вспомнить Всевышнего, вовремя сделать какую-то молитву, вовремя все это продумать, это тоже нужно. Поэтому действительно поддержка моих девочек, в первую очередь поддержка Всевышнего, конечно. Я обратилась к Нему, помолилась, обращалась каждый раз после намаза к Нему, чтобы Он мне дал успокоение, чтобы Он меня поставил на путь, ну, как бы сказать, чтобы я не срывалась. Я не буду говорить, почему, зачем и как я срывалась. Просто, ну, я вам сказала, было такое состояние. Я пришла к тому, что да, я была не права. Что мне нужно было просто сесть, отдохнуть, перетерпеть, переждать, оставить кое-что в себе, не выговаривая это, не проявляя свое все, что у меня там накопилось, да. Но, с другой точки зрения, и то, что я высказалась, тоже в какой-то мере правильно, мне так кажется.
Ну, просто вам будет трудно мне там что-то посоветовать или сказать, потому что вы не знаете, что... Ну, говорить, что я просто не хочу и не могу, это мое семейное, да. Даже не семейное, можно сказать, а мои личные, свои непонятные недодумки, моей головы, можно сказать. Вот так вот, друзья. Всех благ вам. И действительно, прежде чем что-то высказать, прежде чем начинать обижаться и на родных, и на жизнь, и на себя, просто на моем примере, нужно просто сесть, выдохнуть, отдохнуть, действительно отдохнуть от всего, передумать все, разложить все по полочкам, рассмотреть все, и потом уже бывает намного легче. Вот с этого дня, можно сказать, я буду делать так, потому что вот действительно несколько дней тому назад мне было очень плохо. И в этом виновата, ну, на процентов 80, наверное, я из-за того, что вовремя не подумала, как надо, а вот поспешила. Никогда нельзя спешить. Терпение – это самое главное, сабр – это самое главное. Ну и, конечно, вера в Всевышнего, что Он все расставит по своим полочкам. И это так. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия.